Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 3 по 9 апреля. Мы посмотрим события, которые могут происходить с вами в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, так вы найдете для себя больше подсказок. И напоминаю о том, что это общий прогноз. Не у всех одинаково он проигрывается. У кого-то проигрывается на 100%, на 50%, у кого-то вообще может не проиграться. Поэтому не воспринимайте информацию буквально. И всем спасибо за лайки, комментарии, за добрые слова и за обратную связь. А также, ребята, если я не замечаю какого-то совпадения карты, обязательно пишите мне в комментариях, я отвечу, что может обозначать данная совпавшая карта в случае, если ее можно совместить. Также напишите, пожалуйста, проиграется ли у вас эта карта, которая совпала, допустим. Вы ее заметили, а не заметила ее я. Вот проигрываются ли эти карты, которые вы замечаете? Для меня это тоже очень важно знать. Так, ну что, дорогие мои водолеи, давайте-ка будем смотреть ваш прогноз на неделю с 3 по 9 апреля. Так, что-то может быть связано с работой или что-то заканчивается, останавливается или длится долго, или где-то вот, ну вот заканчивается что-то вот. Так, или закончили, может быть, проект какой-то закончили, или работа закончилась, или ну вот что-то такое, или вот что-то останавливается, или где-то зафиксируете что-то, вот какое-то событие зафиксировано будет, или заякоритесь где-то, найдете, может быть, кто-то ищет, допустим, где остановиться, где в плане работы, да, может быть, выберите конкретно что-то, вот, допустим, в работе, или, может быть, найдете жилье у себя, да, там квартиру. Ну, это к примеру. Так, трата денег или получение небольших денег. Скользкое дело. Предложение какого-то скользкого дела. Но карта предупреждающая говорит о том, что не попадитесь на крючок. Здесь будет какой-то обман. Письмо. Что-то по переписке. Письмо, да? То есть есть у нас здесь какая-то или переписка, или получение информации, или какая-то новость для вас, предложение какого-то дела. Информация может быть неправдива. 10 раз отмерьте, 1 раз отрежьте. Здесь что-то не то. Что-то не то. Так, общение либо с медиком, либо есть какие-то сплетни со стороны какого-то человека, высокий, худой. Это может быть женщина, или это может быть мужчина, или человек, рожденный в год змеи, допустим, да. Можно ждать от такого человека либо опасности, либо коварства, сплетен. Такой острый на язык человек. Ну вот, либо медик еще такой вот. Обращение к медикам. Смотрим, что у нас тут еще совпадает. Так.
Кстати, может быть какая-то внезапный звонок, внезапная новость или даже какая-то неприятная новость может быть. Так, разговоры, звонок, разговоры, пустые разговоры ни о чем. То есть могут быть пустые обещания. Так. И здесь посмотрим еще. И здесь. Ну, я пока что ничего больше не замечаю. Давайте-ка подытожим, что у нас получается. То есть у нас в понедельник может быть получение денег. Понедельник, вторник, вот так вот где-то. Либо получение маленьких денег, либо у вас будет такая небольшая трата денег. Тут как вариант. Дальше что-то останавливается, заканчивается, либо где-то остановитесь, либо где-то долго проведете время. Может быть новость, информация, письмо, переписка, предложение какое-то, но не попадитесь на крючок. Здесь может быть огромный обман. 10 раз отмерьте, 1 раз отрежьте. Общение с человеком высокий, худой, либо рожден в год змеи, либо это медик может быть, общение с таким человеком и разговор. Какие-то обещания, но это пустые обещания и пустой разговор. Также этот человек может быть либо острый на язык, опасный, коварный тип с приятной внешности. В общем, как-то так. Ну, вот такой вот прогноз для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока. До новых видео.